І спадарства вяртаемся на зямлю да жыцця надзённага лідар беларускага аб'яднання рабочых Сергей Даляўскі ўжо ў студыі. Вітаю. Вітаю. Спадар Сергей, беларускае аб'яднанне рабочых абвесціла страйк агульнанацыянальны на 1 лістапада. Чаму гэта добрый момант? На это есть целый ряд причин. Во-первых, это в первую очередь то, что сейчас затмевает, наверное, любые политические требования и недовольство рабочих. Это спасение жизни людей в Республике Беларусь. Как мы знаем, официальные данные нам врут, это уже аксиома, которая не требует подтверждения. Да? По результатам работы тех же белых халатов, независимых медиков, которые остались еще честные в нашей стране, в Беларуси умирает каждый день от 200 до 300 человек из-за коронавируса. То есть мы видим ужасающие просто кадры, когда целыми делянками на кладбищах вырыты могилы. Да? Але таксама ў першую хвалю коронавірусную летась былі выкапаныя таксама магілы. Мы гэта ўсё паказвалі ў нас на Белсаце. Чаму вы думаеце, што гэтым разам страйк будзе паспяховым? Бо гэта ўжо не першая спроба, і ўжо крышачку, ну ведаеце, прабачце, пачынае выглядаць, што Сергей Даляўскі зноў заклікае на страйк, на які ніхто не пойдзе. Да, есть такие комментарии в интернете, их достаточно много, но если вернуться к тем же комментариям в интернете, да, то есть то, что есть на сегодняшний день, подавляющее большинство таких комментариев говорят о том, что давно пора, сколько можно ждать и сколько можно терпеть, сколько можно откладывать, сколько можно не быть готовыми. Да. Нужно понимать одно, что готовыми на 150% к забастовке никто и никогда не будет. В принципе, в Беларуси это невозможно. Да, может быть, в демократической стране... Эти заклики маюць сэнс, калі гэтая забастовка не приготованная? Нет, забастовка в любом случае должна готовиться. И она готовилась. Она готовилась, то есть не один месяц, да, то есть мы даже не с момента основания Белорусского объединения рабочих, а еще раньше мы прорабатывали с рабочими каждый божий день, то есть с активами предприятий мы прорабатывали план нашей эффективной забастовки в будущем. Чему с рабочим рухом не была узгоднена забастовка? Потому что мы на самом деле не знаем, чем занимается рабочий рух, то есть я не вижу физически, фактически работы рабочего руха никакой, ни в информационном пространстве, нигде бы то ни было еще. И на сегодняшний день я не могу говорить о том, делают они что-то, либо нет. Я могу говорить за себя. Мы работу проводим. Але вы кажете, что яны нічога не робяць. Юрий Рававы был у этой студии напярэдадні. Мы з вами не могли дамовіцца 3 дні. На 3-й дзень, на шчасце, вы прыйшлі, каб пра гэта ўсё распавесці. Давайте паслухаем, што казаў учора ў гэтай студыі Юрий Рававы. Так. На жаль, як мы даведаліся, як мы ведалі і да гэтага, не было дакладнага плану аб тым як ці што. Гэта такая вялікая праца, каб пабудаваць нейкія структуры, якія падтрымлівалі адзін аднаго і ведалі на розных прадпрыемствах. І яна не зроблена. І самае шкада тое, што Сергей гэтага не ўзгадніў з тымі людзьмі, якія маюць да яго добрае стаўленне, якія кантактавалі з ім і якім ён мусіць дапамагаць. А зараз гэта спроба страйку, гэта будзе проста паўтор таго, што было год таму. Няма вялікай падтрымкі зараз у людзей. Людзі запужаны тым, што былі тыя самыя арышты. І калі б Сергей размаўляў з усімі і пачуў меркаванне ўсіх, нават тых людзей са свайго аб'яднання рабочых БОР, то дакладна гэтай абвесткі не было б. Вось што кажа Юрий Рававы. З кім вы абмяркоўвалі? С тачкомами, с активами, оставшимися на предприятиях в Республике Беларусь. То есть это более 20 предприятий, это несколько десятков индивидуальных предпринимателей. И обвещение о начале общенациональной забастовки с 1 ноября – это не мое единоличное решение. Это не решение команды Белорусского объединения рабочих. Кто в этой команде? Активисты, политологи, менеджеры. Прозвище можем пачуць, бо гэта вельмі агульна. В принципе,
То есть эти люди, то есть нас поддерживают, с нами вместе работают такие люди, как Балкунец Дмитрий, да, представители старой оппозиции, да, ну, так называемые старые оппозиции, те, кто до Андрей сих пор в Санников? протесте. Андрей Санников в том числе, да, представители нескольких там медийных средств массовой информации, таких как «Хартия», там во главе с главным редактором Наташей Радиной, да. То есть эти люди с нами работают, они нас поддерживают, то есть они нам где-то дают какой-то совет, где-то дают Павел информационную повестку. Латушка літаральна перад эфірам зрабіў заяву, і ў гэтай заяве няма падтрымання таксама гэтаму страйку. Ён гаворыць, што трэба размаўляць, гаворыць, што мы падтрымліваем страйк, але прыгатаваны, гаворыць, што трэба зарганізаваць агульную сустрэчу, дзе трэба апрацаваць план канкрэтных дзеянняў. Франак Вячорка, які толькі што быў у студыі, таксама кажа, што у офісе Святланы Ціханаўскай падтрымліваюць, але гэта не непрыгатаваны страйк. Ці вы са Святланай Ціханаўскай, з Паўлам Латушкам кансультавалі гэтыя дзеянні? Скажу так, наши действия, наша вся работа была сконсультирована именно с рабочими. Как им максимально безопасно начать забастовку, как принять в ней участие, как обезопасить себя и так далее. С Павлом Павловичем Латушком, находясь, как и он, так и я здесь в Польше, мы несколько раз встречались, то есть мы постоянно были на контакте, обменивались какими-то мнениями, я черпал у него опыт какой-то, да, с этим было намного проще. Со штабом Светланы Тихановской, то есть не было возможности регулярных постоянных встреч из-за географического положения, да, вот, поэтому работы было намного меньше. Вот. Но на самом деле наша главная основная задача, как я считаю, на сегодняшний день, была выполнена все, что от нас зависело. То есть мы сделали все. Таксама гаворыць Юрый Рававы пра тое, што такі страйк, які можа стаць фальстартам, прывядзе да знішчэння актыўных людзей. Хто тады за гэта адкажа? Я скажу так, до знішчэння актыўных людей, как вы кажете по-беларуску, да, до уничтожения активных людей, до вымывания активов с предприятий приведет не объявление общенациональной забастовки, да, а внесение раскола в демократическое движение, в актив предприятий. Да, и можно было уже... В принципе, вместо того, чтобы пытаться давать какой-то негатив массы, да, в том плане, что мы поддерживаем или мы не поддерживаем, это решение каждого, да, можно было просто взять и скоординировать все свои силы, поднажать и начать бастовать. Але ці не вы, уласна, ўносіце гэты раскол, прабачце, калі не размаўлялі з усімі вялікімі групамі, народным антыкрызісным управленнем, з офісам Святланы Ціхановскай, з рабочым рухам. Ці не вы робіце гэтую правакацыю? Нет, я не считаю, что я делаю провокацию. Я считаю, что я делаю правильную работу. Моя команда делает все для того, чтобы забастовка в Беларуси состоялась. Вот. И проводить работу, какие-то консультации я считаю необходимым с людьми, которые действительно понимают, там, в душе рабочего, можно сказать, да, в принципах работы на предприятиях, да, и которые готовы работать, а не откладывать, переносить и так далее. Просто брать и делать. Вы не пачуваецеся нейкім цацкай закладнікам у чужых руках, у чужой гульні? Абсолютно нет. Гэта цалкам вашае свядомае рашэнне? Идти по движению протеста, да, в какой-то степени возглавить какой-то протест, да, в прошлом году, да, то есть меня никто не заставлял, не призывал, да, это было мое личное осознанное решение. И на сегодняшний день говорить о забастовке, пропагандировать забастовку и говорить о том, что у нас все получится, собирать вокруг себя актив, собирать вокруг себя людей, помогать им в эту нелегкую минуту, это исключительно мое решение. Напрыканцы, ці вы гатовы дамаўляцца са штабамі? Ці вы гатовы дамаўляцца з Паўлам Латушкам, са Святланай Ціхановскай, з Юрыем Рававым? Ці унеслі вось гэтую сварку і на гэтым кропка?
Конечно, готовы. То есть, если люди, если организации поддерживают забастовочное движение, если организации поддерживают забастовку, если организации и люди в первую очередь не готовы мириться с тем, что у нас каждый день в стране умирают сотни и сотни людей, то, конечно, я буду благодарен за абсолютно любую помощь посильную. Я буду просто благодарен, я низкий поклон таким людям, которые нам просто помогут, которые включатся в работу, людям, которые поддержат забастовку. А мы будзем распавядаць пра вынікі. Дзякую за гэтую размову. Лідар беларускага аб'яднання рабочых Сергей Белеўскі маім і спадарства госцем.